Не поделили. Черногорские шахтеры, требующие выплаты долгов по зарплате, начали выяснять отношения друг с другом. Пока власти республики ведут работу по выплатам, сами горняки спорят между собой, кто и сколько должен получить. Сегодня представители правительства Хакасии встретились с бывшими работниками шахт и призвали их к совместной конструктивной работе. При этом бюджет... Около 100 человек, бывшие работники шахт Енисейская, Хакасская и Абаканской горной компании, собрались в Луначарском на встречу с замглавы Хакасии Николаем Поповым. Горнякам рассказали, на каком этапе в правительстве региона идет работа по оказанию им помощи. Из 4 судебных исков, поданных в Москву в защиту прав шахтеров, 3 выиграно в их пользу. Было подано 108 заявлений на негосударственную пенсию. Люди ее уже начали получать. Глава республики Виктор Зимин лично вел переговоры с Минэнерго России и угольными компаниями. Ветеранам была выплачена материальная помощь из резервного фонда республики. Более того, найдены средства на погашение долгов по зарплате. Мы решаем вопрос в рамках благотворительной деятельности получения этих сумм путем договоренности, путем работы правительства с нашими угледобывающими предприятиями и с другими юридическими лицами по изысканию этих финансовых средств, для того, чтобы они приходят на счет профсоюза. Больше 23 миллионов рублей уже выплачено. Их получили 300 человек. Еще около 5 миллионов на счету Республиканской Федерации профсоюзов. Деньги готовы выплатить, вот только не все списки еще готовы. Возник конфликт среди самих горняков. Работники разных шахт спорят и не могут определиться, кому в первую очередь и сколько получать. Правительство вообще большой шаг делает по устранению вот этой и шахтерского конфликта, и о получении вот этой задолженности. Но вот у нас еще между собой некоторые перепятицы есть. Напором ничего не добьемся, терпеть надо будет, ждать. Процесс идет, деньги дают потихоньку. Я думаю, может быть, все решится. Выплаты идут постепенно, по 2 списка в месяц. Николай Попов заявил, работа по погашению долгов будет доведена до конца. Вот только для этого всем структурам нужно работать сообща и проявить взаимоуважение. В Совет ветеранов-шахтеров входят бывшие работники только Енисейской шахты. Власти региона предложили горнякам выбрать представителей от других предприятий-должников, которые могли бы подготовить свои списки. После окончания встречи бывшие работники Абаканской горной компании и Хакасской шахты начали выбирать своих представителей в Совет ветеранов-шахтеров, чтобы дальше проработать вопросы со списками. Ольга Барловская, Павел Коржов, РТС.